Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Стратегическое партнерство, взаимные инвестиции и ситуация на Ближнем Востоке. В Кремле состоялась встреча президента России с эмиром Катара. Участие в переговорах принимал и глава Чеченской Республики. Долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решения Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств. Не по дням, а по часам. Новый район имени Владимира Путина возводится стремительными темпами. Ход строительства главного объекта чеченской столицы и другие объекты проинспектировал глава региона. Новый импульс в развитии промышленного сектора республики. В Грозном заработал завод «Трубный поток-переработка». Старт работе нового предприятия дали заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и премьер-министр региона Магомед Даудов. Если посмотреть в целом по республике, то на сегодняшний день, наверное, это одна большая стройка. И это не может не радовать. Чеченская республика стала площадкой для проведения 5-го модуля образовательного проекта «Школа мэров». Опыт региона в самых разных направлениях перенимают муниципальные управленцы со всей страны. Республика демонстрирует колоссальный темп развития. Темп строительства, строится и создается социальная инфраструктура, развивается городская инфраструктура. Подведены итоги конкурса на лучшее знание 5 джузов среди выпускников школ хафизов. Победителям вручили дипломы и денежные премии. Глава региона принял участие в переговорах президента России Владимира Путина с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Лидеры двух стран обсудили вопросы стратегического партнерства, двухсторонние инвестиции, сотрудничество в энергетической сфере, а также ситуацию в Сирии и секторе Газа. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что позиции России и Катара по вопросам палестино-израильского конфликта и сирийского урегулирования близки. Обе стороны выступают за прекращение кровопролития и скорейшее достижение мира. Конечно, очень важно было бы обсудить сегодня и вопросы, связанные с горячими точками. Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной. Мы со своей стороны также считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решения Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств, и имею в виду в данном случае, конечно, создание палестинского государства. Мы, как Катар, продолжаем наши посреднические усилия с точки зрения сближения позиций сторон и достижения соглашения, которое бы облегчило страдания палестинского народа. Мы с Россией, позиция наша четкая и устойчивая. Невозможен мир без создания независимого палестинского государства. Система здравоохранения региона демонстрирует устойчивый рост. Увеличилась продолжительность жизни и рождаемость. Об этом стало известно в ходе встречи Рамзана Хаджи Кадырова с министром здравоохранения республики. Адам Алханов также сообщил, что в рамках национального проекта ведется обновление материально-технического оснащения медучреждений. В этом году будут построены 5 новых объектов и закуплено более 2000 единиц специального оборудования. Тесно взаимодействие с Минздравом России ведется работа по формированию мероприятий новых регпроектов до 30 года. И до 30 года планируется строительство 45 новых объектов здравоохранения и капремонта 126 объектов на сумму 14 миллиардов рублей. А также поставка 264 единиц тяжелого оборудования, КТ, МРТ, маммограф на 4,3 миллиарда рублей. Ведется проработка вопросов строительства инфекционной больницы на Живуртовской, Шалинской и Урсмартановской ЦРБ. Также в работе вопрос строительства поликлиники в новом районе имени Владимира Владимировича Путина. В целях снижения младенческой смертности нами полностью пересмотрим маршрутизацию детей и детей с патологией. Шаеги тяжелый случай, Шамзан Ахматович, младенческая смертность снизить не бал. Шаеги патологии, что трудно перешло, что дегидон на 3-й уровень съедов, что 3-й уровень роддомов. В связи с этим нам младенческая смертность, что снизить или новый. Шаегидон тяжелый случай. Самый первый перинатальный центр Юга, перенаполят Бешнова, и остальные имени Аймани сильно роддомного и Гудермесской центральной районной больницы. Особое внимание необходимо уделить здоровью детей, отметил глава региона. По его словам, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, важно вовремя привить ребенка.
طبعا هو بيرش نظام بروفيكينا بس بالذات بيرم ولي فريد نوصل موكشتوش صغلي حلقيش ولي بس هو في حد ما قاعدش عن بروفيكاي خلش داخل بيرم موكشتوش بس هو شو عبوشان وشي عندي ما قاعدش عن بروفيكشن شيء كي كان دون Вообще календарь махажан кажет, что не шуе, что замай даже. Вы что больше масса на одном слове ешу. Так нахрен да не стыдишь, что вы, то что нету никакой опаски, наоборот, это помогает нам бороться, спасти жизнь. Ну, это ну, по сравнению с прошлыми годами, это охват олсмой юром замай, кич Рамзан Хаджикадыров призвал усилить работу с населением касательно профилактики болезней, в том числе с помощью своевременного медицинского обследования, тем более, что все условия для этого имеются. Bueno, si casi yo solo la hace ya que las cosas de dunia es del chan dunia da dan visi de son zdrovo de هو عشان أحد قرامي شميسة دون هنا عندي زلمة وجدي وطعم جنش تاني تجابي تدوش دون هذا أمير كيش مو ده سندل حاجة من الله نعم هذا بقى شو بني دون is hur boh med det hur så hjälpt så blir det så väl när medel och jag ska don jag inte har hjälpt så vidare bara det luren don свобода или тяги творения матч чего шавиги бани чал вывели проходной двор холсен дастан. Рамзан Хаджикадыров провел масштабную инспекцию по ключевым объектам Грозного. Он посетил строительную площадку нового района имени Владимира Путина, где на первой линии уже идет фасадное оформление. Также осмотрел место возведения административного здания отделения Национального банка по Чеченской Республике и реконструкцию моста через реку Нефтянка по улице Ленинградская. Обо всем подробнее далее в сюжете. Стройка в новом районе имени Путина не прекращается ни на минуту. Первая линия, представленная дубайскими домами, будет сдана уже осенью этого года. Фасадные работы здесь завершены на 50%. Об этом Рамзану Хаджикадырову в ходе инспекции докладывает первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. Really? Absolutely, that was إذا وكان دين هذا الوضوء قبل أحمد إلين نحن تعيش شيء كتير توري تحتر وخاوي شو كني وش من تفكير كتير قبل أحمد شيء كتير إذا هو حسنا خذ الناس إيش حلا حلو دي حاولني وطن Следующая остановка на месте строительства нового административного здания отделения Национального банка по Чеченской Республике. Сам объект уже возведен. Рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории. Впереди торжественное открытие. Качественно белшбу, шишайги, инкассаторский, почти нерлокно, в конце июня сдача лёкон, хал объект перейдёшу, арвен национальный банк. Аль поручение что сразу дадут, садина сюда хадат, израиль новый вожа, халалин современный банк театра, новый современный нацбанк руководитель. Глава региона также уделил внимание строительству нового моста через реку Сунжа по улице Ленинградская. Его длина составит 71 метр. Сейчас рабочие готовят основание. Еще один мост строится через реку Нефтянка. Он будет шестиполосным. Обновлению подверглась и улица Айдамирова. Напрямую Урбада, шестиполосный Урбада, Назарбаев, улица Митаев, до конца аэропорта Нистан-Урбада. Из Чехвейбуар уже полотно цыган, новый полотно до цыган не добьешь. А хокни добьешь, но из Яхадала существующий небой, из Хабок, из Шварбеша. Айдамиров, приедаю.
Aerovokzalda Guayatri. İşçi Kuskani, Şin Kusoktu yok abi. Дати На всех объектах работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Увиденным глава региона остался доволен. Ислам Ершов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона посетил крупнейший тепличный комплекс «Юг-Агрохолдинг», специализирующийся на выращивании экологически чистых овощей. Предприятие использует передовые технологии, обеспечивающие высокое качество продукции на каждом этапе. Рамзан Хаджикадыров ознакомился с процессом производства. Он осмотрел участок сбора томатов и формирования палет с готовой продукцией. Есть иранские, турецкие, марокканские томаты. Они всегда уступали нашим тепличным. Вообще общероссийским. Чеченская республика в лидерах по реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Шарпуди Абдулазизов на встрече с Рамзаном Хаджикадыровым. Руководитель ведомства отметил, что в рамках нацпроекта была проделана огромная работа. Ликвидированы свалки, построены очистные сооружения, реконструированы 6 водных объектов, и это далеко не все. Экологическая безопасность и природный ресурс важную роль играет, Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по итогам оценки исполнения полномочий области лесных уточнений, Чеченская Республика находится на первом месте среди субъектов СКФО. По созданию качественной среды для жизни граждан субъектов Российской Федерации по 6 показателям Чеченская Республика вошла в 10 лучших рейтингов в сравнении с другими регионами. Также в национальном экологическом рейтинге наша республика по итогам 2024 года заняла 11 место, поднявшись за 5 лет на 8 позиций. Глава республики выразил благодарность Шарпуди Абдулазизову и в его лице всему коллективу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды за ответственное отношение к решению проблемных вопросов, связанных с экологией. Кроме того, он поручил усилить работу по всем направлениям. Надо усилить работу по защите от лесных пожаров, сохранение уникальных водных объектов, ликвидация несанкционированных свалок, защиты населенных пунктов от затопления. Экологический вызов носит постоянный характер, поэтому необходимо своевременно реагировать на возникающую угрозу. Летом выдал лесной пожар, что несанкционированный свалок издал على مصمت على свалкирование, что мог цен hazırlayıp bu da определенное место отведения земельного участка Сигабия. Хелищоч, в общем, баланс балби ходовцы сюда. Вен бол ахмел добудан собор, атхед бога, да, вен добудан проблемный вопрос, что бел проблемный что доктор дешевле, дешевле, хуже проблем, хуже, да, здесь я внимание лично вабли. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджикадырова передал очередную партию техники для участников специальной военной операции. В этот раз бойцы получили автомобили УАЗ. Вместе с вице-премьером по силовому блоку Абузайдом Висмурадовым машины осмотрел глава региона. Автомобили обладают повышенной проходимостью и адаптированы к сложным условиям эксплуатации, что позволит использовать их для перевозки личного состава и снабжения. يعني جوا يدور شوط يعني الدنيا شو الدنيا الدنيا غير خذ مني خوش كيس بوز يا باشا يعني بوم لا يا كل لا شوط يعني كاي شوط يزدم شوط يعني هو نويبو لا مو عم غي كان عندي زي ما شيء نش انت حمو إذا كنا الأوردين على حيوش بجاسك شو أنت لا تشوف
В зону СВО отправили 10 внедорожников «Нива». Машины приобрели офицеры СОБРа Ахмат Хамзат Шахтемиров и Мовсар Адалаев. Благодаря высокой проходимости транспорт позволит бойцам свободно передвигаться по любой местности. Глава региона лично осмотрел технику. Как раз дом. Вы бойцы Шимолса дом. Да. Там начинаешь швахи. Да. Ali лучше. Капля море водится, меняется, я буду сюда остаться. Hamza dalsa wel eines niwais en wasm lamzen washad awel na motors dal az obal betena we must feel beter на доллар делал я дал мне это сразу как раз не ваш есть продюсер лоти а рай не знал да это будет Ali лучше так В Совете Федерации состоялась презентация проекта «Грозный. Культурная столица России 2025 года». Участники мероприятия во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко смогли лучше познакомиться с чеченской культурой. Программа включала выступления творческих коллективов, а также была выставка предметов исторического наследия. Напомню, что в рамках проекта в 2025 году в Грозном планируется проведение масштабных международных и всероссийских мероприятий, включая фестивали, форумы и открытие новых объектов. Уважаемая Валентина Ивановна, от имени Рамзана Ахматовича Кадырова, большое спасибо вам за предоставленную площадку, чтобы мы могли выставить и показать свои народные достопримечательности в зале Совета Федерации. Вам большое спасибо. Начнем, наверное, вот с выставки нашей. Это вот город. Новый проект, который уже строится. Да, уже начался. Это у нас модный дом Кетал. Это Свердловодский. И сады Чечни. Это у нас виноград ракостели, дамские пальчики. 80-летие Победы. 40 человек, жителей Чечни, удостоены героев Советского Союза. В том числе есть большой интернационал, подавляющее большинство чеченцев. Важно, что не только современная развивается культура, но Чечня очень бережно охраняет традиции. В этом сила дух народа, и это очень хороший пример. В Чеченскую республику с рабочим визитом прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он осмотрел ряд промышленных объектов и принял участие в открытии завода «Трубный поток переработка». После прошло совещание, где обсудили вопросы развития ключевых направлений республики. Подробнее в сюжете Хава Ахмадовой. В аэропорту Грозного заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова встретили вице-премьер, министр экономического и территориального развития Рустам Шептукаев, министр транспорта, связи и цифрового развития Адам Черхигов и министр здравоохранения региона Адам Алханов. Затем делегация направилась на строительную площадку международного аэропорта Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сергею Назарову представили подробную информацию о ходе работ и сроках завершения проекта. Да, это решение Рамзана Ахматовича было. А подъезд это вот существующий, да? Да, дорога так, просто обновим, полосу добавим туда. Даже 2 полосы, да, добавляем. Внизу убежище, как раз вот мы видим. 4 этажа, да, там? Да, 4 этажа, внизу еще убежище для 450 человек. Затем Сергей Назаров и председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов приняли участие в торжественной церемонии открытия завода «Трубный поток переработка». Отметив успехи республики в развитии промышленности, Сергей Назаров заявил, что опыт Чечни может служить примером для других регионов. После официальной части состоялся запуск работы предприятия. От всей души хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, и высказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу и Магомед Хаджатбекович вам за ту работу, которая ведется в республике. Вы знаете, это такой, наверное, маленький пример, что у нас есть результат, на который работают все, но если посмотреть в целом по республике, то на сегодняшний день, наверное, это одна большая стройка. И это не может не радовать. Если посмотреть показатели по 2024 году, то по инвестициям в основной капитал
у нас Чеченская республика занимает первое место среди республик Северокавказского федерального округа и 18-е место среди субъектов Российской Федерации. Также Сергей Назаров и Магомед Даудов провели совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание уделили развитию особых экономических зон, в частности, промышленно-производственной зоны Грозной и туристско-рекреационной зоны Ведучи. Вы занимаете первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа. То есть хорошая, отличная динамика. Визуально, если посмотреть, что происходит в Грозном с точки зрения тех масштабных проектов, которые реализуются, это, в общем-то, впечатляет и вызывает уважение с тем, собственно, напором, с тем стремлением, с которым вы решаете эти задачи. Это действительно достойно уважения. Поэтому спасибо вам за это. Это действительно общий вклад в развитие и республики, и страны, потому что надо, конечно, нам формировать возможности и условия для того, чтобы мы могли привлекать сюда и формировать серьезные инвестиционные проекты. Тем более, говорю еще раз, с вашим таким масштабным мышлением у вас задачи вы ставите достаточно колоссальные. И что самое хорошее в этой истории, что достигаете. Сергей Назаров заверил, что правительство России окажет региону всю необходимую помощь для успешной реализации всех ключевых проектов. Хава Ахмадова, Асхаб Керимов, «Неделя». В Грозном прошел этап федеральной программы «Школа мэров». Для участия в образовательном проекте в регион съехались представители муниципалитетов из разных субъектов страны. Они изучили опыт Чеченской республики в управлении хозяйственным комплексом, развитии туризма, а также сохранении исторического наследия. В ходе экскурсии гости ознакомились как с главными достопримечательностями, так и с новыми объектами региона. Напомню, что проект «Школа мэров» реализуется в Высшей школе госуправления Президентской академии при поддержке администрации президента страны и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Обо всем по порядку. Халимат Шахидова. С приветственного слова мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова в видеоформате начинается программа «Школа мэров». Он пожелал участникам проекта плодотворной работы и выразил надежду, что этот визит у гостей оставит самые лучшие впечатления. Обучение управленческих кадров проходит 6 этапов в разных городах России. Местом проведения 5-го модуля стала Чеченская республика. Регион был выбран не случайно, все благодаря развитию городской среды, туризма, инфраструктуры и привлечению инвестиций. Мы действительно очень давно планировали сюда приехать. Все наши участники с большим удовольствием сегодня находятся здесь. Но действительно сегодня республика демонстрирует колоссальный темп развития, темп строительства, строится и создается социальная инфраструктура, развивается городская инфраструктура. И общаясь с жителями, мы видим от них отзывы, которые связаны с тем, что они высоко оценивают сегодня проделанную работу как правительством Чеченской республики, так и главами городов, главой города Грозного. Гости смогли наглядно убедиться во всех изменениях. Для них провели экскурсию по достопримечательностям Грозного, показали новые объекты. В их числе многопрофильный центр образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это одна из 3 самых крупных школ России. Она рассчитана на 2500 учащихся. Специализированные кабинеты, новейшее оборудование и опытные педагоги позволяют получить не просто среднее образование, но и погрузиться в изучение того или иного предмета. Очень интересно, гендерные классы, чего это у нас нет. Показали 3 больших спортивных зала, и развитие данной школы. Поэтому хочется пожелать только процветания, света, и добра этой школе. Пусть все у них получится. Конечно, очень много новых зданий. Видно, что ваш город развивается. Идут стройки даже сейчас в центре города. У вас идет строительство новых жилых кварталов. И я думаю, что это прекрасно. Кроме того, участникам программы показали коттеджные поселки для малообеспеченных семей, новый железнодорожный вокзал и строящийся район имени Владимира Путина. Это уникальная действительно практика, которую нужно брать себе на карандаш и смотреть, что будет дальше. И, конечно, сама республика и сам Грозный, он поражает. Мы вчера вечером были, смотрели, какой красивый, яркий город. И пожелать ему хочется только развиваться и вперед. Второй день школы мэров проходит с участием председателя правительства Чеченской республики. Магомед Даудов зачитал приветственный адрес главы региона. Дорогие друзья, я рад приветствовать организаторов и участников образовательной программы «Школа мэров» в городе воинской славы Грозного. Чеченская республика имеет богатый опыт
в сфере управления городским хозяйством. Как вы знаете, Грозный был практически полностью разрушен. Только решительные действия, твердая позиция первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова привели нас сегодня к успеху. Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина начался строительный процесс, который охватил не только город Грозный, но и всю республику. Премьер-министр также рассказал участникам, как столица региона буквально поднялась из руин и превратилась в жемчужину Северного Кавказа. Лет 25 назад в целом чеченский народ, более миллиона человек, мы были на грани исчезновения. В прямом смысле этого слова, коллеги, если кто-то был в те времена в наших краях, это может хотя бы представить себе, что у нас было. Полностью разрушенная республика, города вообще не было. Ставился вопрос, вообще восстановить ли город на его прежнем месте. Ставился такой вопрос, и тогда Далгазот Обалдуэл, наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи, сказал: мы восстановим город Грозный именно в том месте, где она исторически всегда была столицей Чечено-Ингусской, а потом уже Чеченской республики. Повестка второго дня образовательной программы была посвящена обучению, хозяйственной деятельности и развитию территории. Эксперты обсудили, как эффективно функционировать хозяйственным комплексом на муниципальном уровне на примере Грозного. Каждый раз, приезжая в этот город, я не перестаю удивляться тем масштабным преобразованиям, которые происходят в столице Чеченской республики. Я считаю, что основным секретом, залогом, наверное, успешное развитие территории является все-таки то, что руководство региона и муниципалитета уделяет очень большое внимание потребностям и проблемам граждан, прислушивается к своим жителям. Еще одна тема пятого модуля – сохранение объектов исторического наследия и их вовлечение в экономику муниципалитета. В качестве примеров участники посетили разные туристические места. Они побывали в спортивно-туристическом комплексе «Казино Ам», а затем посетили селение Стражников Хой. Гостей познакомили с историей древнего поселения и рассказали, как восстанавливался уникальный комплекс. Очень день насыщенный благодаря гостеприимству хозяев. Побывали во многих местах интересных, очень впечатлил горная Чечня. Она всегда красива в любое время года, поэтому с огромным чувством благодарности к хозяевам. Но и это еще не все. Гости продолжат знакомство с регионом. Впереди поездка в Российский университет спецназа имени Владимира Путина и пленарные заседания, на которых участники образовательной программы подведут итоги работы нескольких дней. Халимат Шахидова, Сайтами Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В правительстве прошло совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Его провел премьер-министр республики Магомед Даудов. Было отмечено, что в прошлом году в регионе зарегистрировалось более 27 тысяч субъектов бизнеса, общие налоговые поступления которых составили свыше 11 миллиардов рублей. Магомед Даудов подчеркнул, что успехи в этом направлении были достигнуты благодаря пристальному вниманию главы региона. Малый бизнес играет ключевую роль в экономике и во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового регионального продукта. Открытие малых и средних предприятий создает новые рабочие места, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет. В Чеченской республике уделяется особое внимание вопросу развития малого и среднего бизнеса. Это направление определено как одно из приоритетных и находится на постоянном контроле главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. В Грозном подвели итоги конкурса среди выпускников школ хафизов. Он проводился с целью проверки знаний знатоков Корана, а также улучшения их навыков правильного чтения. Победители наградили денежными премиями. В числе почетных гостей присутствовал советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Перед тем, как приступить к церемонии награждения, к победителям конкурса обратился советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. Он напомнил о том, что хафиз не должен отдаляться от Корана после того, как выучил его наизусть.
أنعم تسنيحة صوحدات شو يسيخ دود شلو إزالق يالشنا صلى الله عليه وسلم تندلا اشتوين مسرنا قناع ديك بوال خليته وقدر حلق شنا شو دايشنا وشنا أقوي حجرة قمل حيوك شخيل بوش بوش حيخر خوشنا ومسيري كويرت عليه شخيل وشوش قرآن غلق شوش رمزان حجينا كتره الله قرشت ايغان اعدك ديل يرشن خصيتي تر عليه الصلاة والسلام دالشي ويشخل له شو العمل ديك يلاح ويلاح دالشي نقول شو أقل سوى ديك نخيلش دال خاستن بوشا ونجيشي شون ديلي جشتر دوخشا الله أقيلش عليه الصلاة والسلام وقوي ور تنسمق دالي تر يعال شو خلا يز قران دقا عاموش خلوش والشو حافظي. По поручению главы региона победителей конкурса наградили денежными премиями от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмад Мухаммад Амину ара قولا متكاق نقول حوال وشي كان تاق إن صلاة الحنش شولا متكاق نقول صلاة الحنش تحي دقوا هذيلا مالك وهرا إير متكاق نقول إيش صلاة آمين. Участники конкурса выразили благодарность организаторам за возможность продемонстрировать свои знания. Всего же в конкурсе на знание 5 джузов священного Корана приняли участие около 200 хафизов. Ломали Мусаев, Юсуп Ажиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном состоялась конференция Ассоциации региональных расчетных центров. Ведущие эксперты и представители органов власти обсудили вопросы развития системы платежных услуг. В числе почетных гостей участие приняли заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Рисько и министр строительства ЖКХ и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев. Конференция проходила в формате 5 блоков, где обсуждали основные направления развития отрасли. Эксперты рассмотрели предложения по улучшению системы расчетов, способы оптимизации расходов компаний и внедрение дополнительных сервисов. Единый расчетно-кассовый центр – это одна из составляющих, важных составляющих в работе жилищно-коммунального комплекса, потому что здесь обеспечивается взаимодействие между потребителем, то есть между нашим населением и, соответственно, ресурсоснабжающими организациями, которые предоставляют соответствующие услуги, и жилищные услуги, коммунальные услуги, потому что это как раз-таки один из тех пунктов, который выводит на качественно высокий уровень взаимодействия между населением и ресурсоснабжающими организациями, который позволяет нам повысить качество жизни нашего населения. Безусловно, важно это выработка новых решений, нормативных документов для действительно развития этой системы. Очень важно, чтобы люди понимали, за что они платят и насколько они могут влиять на качество предоставляемых коммунальных услуг. И вот, конечно, сегодняшнее мероприятие – одно из таких целевых мероприятий, направленных на решение этой задачи. В Грозном прошел творческий мастер-класс «Таланты без границ». Его участники смогли познакомиться с такими направлениями, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и народные танцы. Организатором практических уроков под открытым небом, которые прошли на бульваре Исымбаева, выступил молодежный центр Чеченской Республики при поддержке Министерства по делам молодежи. Данное мероприятие было организовано государственным бюджетным учреждением молодежи Чеченской Республики. Направлено было на развитие творческого потенциала участников, а также на развитие их креативности, умение выражать свои чувства, мысли через искусство. Участники представили подростки от 14 до 18 лет, состоящие на учете в КДН. В ближайшее время, конечно же, мы планируем проводить обучающие такие мероприятия. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.